Когда Афанти делил гусиное мясо, он отдал королю самую невкусную часть – гусиную голову. Затем он сказал, что король – глава государства, поэтому гусиная голова символизирует лидера. Король, увидев, что в словах собеседника есть доля правды, согласился. Сразу после этого Афанти отрезал гусиную шею и отдал ее королеве. Поэтому она должна быть соединена с королем головой и шеей. Хотя королева не хотела принимать это, у нее не было причин отказываться. Затем Афанти приготовился разделить крылья гуся. Эта часть, несомненно, предназначалась для принцессы, поскольку она вскоре должна была выйти замуж. Крылья гуся символизировали полет в далекие края. Последней частью были лапы гуся. Афанти отрезал их и отдал принцу, сказав, что принц в будущем унаследует трон. Гусиные лапы символизировали твердость и надежность. В этот момент король подумал, что Афанти разделит оставшееся мясо гуся между ними. Но Афанти сказал, что эта часть не имеет никакого символического значения, поэтому он дал статус гуся себе и своим слугам. Услышав это, король больше ничего не сказал. Но, глядя на то, как они с аппетитом едят, король не удержался и откусил кусок. Но на голове гуся не было мяса. В ярости король задал Афанти сложный вопрос. Если Афанти не сможет ответить, его ждет суровое наказание. Король спросил Афанти, сколько бочек воды поместится в озере Порта. Афанти спокойно ответил, что если бочка такая же большая, как озеро, то в ней поместится одна бочка воды. Если бочка в 2 раза меньше озера, то в ней поместится 2 бочки воды. Количество бочек, которое может вместить озеро, зависит от размера бочек. Король был ошеломлен